Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как мужчина ночью через форточку залез в поликлинику и выстрелил в спугнувшую его охранницу. Расскажем о смертельном наезде на 44-летнего мужчину на улице Залесная. Он так дорогу никогда не переходил. Вот когда приходит время, бывает такой момент, видимо. И гибели пешехода под колесами «Лады» в Высокогорском районе. Это и не только прямо сейчас. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» возбудил Следственный комитет в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном проникновении в поликлинику на улице Гладилова и стрельбе в женщину-охранника. Сообщение об огнестрельном ранении поступило в полицию в 5 часу утра. На место тут же прибыли все экстренные службы. Стражем порядка 67-летняя охранница рассказала, что услышала шум в регистратуре, пришла туда и увидела мужчину, одетого во все черное, в капюшоне, который перебирал медицинские карты пациентов. Застигнутый врасплох мужчина несколько раз выстрелил в женщину. В ночь на 25 мая неустановленный злоумышленник проник через форточку в помещение регистратуры поликлиники на улице Гладилова, где его действия пытался пресечь сотрудница охраны. Однако мужчина произвел в женщину несколько выстрелов из неустановленного оружия, предположительно травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, после чего скрылся на автомобиле. А женщина с ранением грудной клетки была госпитализирована. Выбрался из поликлиники он тем же путем, как туда и проник. Кинологи с собаками определили, что направился он в сторону улицы Кулахметова. Дальше следы терялись. Но подозреваемого вскоре вычислили. Им оказался 50-летний, ранее неоднократно судимый мужчина. Его задержали. Сейчас следователи выясняют, для чего он пробрался в поликлинику, что там искал, откуда у него оружие. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Расследование продолжается. Оно находится на особом контроле в аппарате надзорного ведомства. 44-летний мужчина погиб в вечерний час пик, пытаясь перейти дорогу на улице Залесная в Казани в 2 шагах от подземного пешеходного перехода. Он вышел на середину проезжей части из-за автобуса совершенно неожиданно для автомобилистов. 19-летний водитель «Лады» увидел мужчину, сразу ударил по тормозам и пытался его объехать. Удар пришелся по касательной, но был таким, что пешеход скончался мгновенно. Вооружили, походу сбили на смерть. Даже что. Родственники погибшего мужчины не могли поверить в случившееся и надеялись, что на дороге лежит не он. Они подошли на место, когда тело уже было накрыто. Я вот не знала, вот жене показывали, нет, она в истерике, еще ничего не поймет, если это он. Супруга мужчины рассказывает, ее муж обычно всегда был за рулем, редко ходил пешком, еще реже пользовался общественным транспортом. В этот вечер, пока она была на работе, свозил дочь на занятия, привез домой, после чего ушел, не сказав куда. Машина осталась во дворе. Женщина пришла домой, стала звонить супругу. Телефон был сначала занят, а потом трубку никто не брал. На остановку вышла по зову сердца, живут рядом, через дорогу. Вы не поверите, сижу дома, дочке сказала, пойдем прогуляемся, душа не на месте. Шла прям сюда, как будто меня рукой привели. Я не знала, кто там лежит, подошла в скорую, мне дали телефон, и я все поняла. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по улице Залесной напротив дома 26. По предварительным данным не выбрал безопасную скорость. Совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в непредусмотренном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. Очевидцы рассказывают, мужчина вышел на проезжую часть из-за автобуса, буквально в паре метров от входа в подземный пешеходный переход. Автомобильный поток был плотный, вечерний час пик. Несмотря на это, удар был слышен в салонах машин во встречном потоке. Я просто удар услышал и видел, как он маневрировал, уже там остановился. Здесь просто стоял автобус, ребятка начала маневрировать, потом уже когда автобус отъехал, я присмотрелся, тут человек лежал. Я думал, он вообще сперва в автобус ударился, но потом автобус без аварийки, без ничего, просто отъехал. 19-летний водитель «Лады», курьер службы доставки. Рассказать, как произошел наезд, отказался. Судя по повреждениям, автомобиль задел человека по касательной. Тормозной след несколько десятков метров. Я ничего не могу сказать. Не говорил этого и супруге сбитого им мужчины. Он соболезнования только сказал, и я не разговаривала. Не смог он точно вспомнить детали в разговоре со следователем, когда восстанавливали картину происшествия. У тебя здесь удара не может быть, потому что тело здесь. Потому что в любом случае ты не можешь
может, хотя бы метра полтора-два должен быть дальше. У меня шоковое состояние на тот момент было. На меня бежит человек, я по сторонам что буду смотреть, я буду жать на тормоз и уходить по столкновению. Почему мужчина пошел сквозь поток машин, его жена не может даже предположить. Говорит, сам водитель последствия понимал и никогда раньше так не делал. Черти бросили, наверное, дальше нормальный человек не пойдет. Он так дорогу никогда не переходил. Вот когда приходит время, бывает такой момент, видимо, что не соображает человек, что делает. В отношении водителя «Лады», вероятно, будет возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить, с какой скоростью он двигался. На этом участке дороги ехать можно не больше 60 км в час. Не считается нарушением превышения на 9 км. Если будет установлено, что ехал он 70 км в час или больше, то есть нарушил правила движения, то ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. Еще один смертельный наезд произошел в Высокогорском районе на трассе М7 недалеко от кладбища Киндери. 53-летний пешеход скончался под колесами «Лады» 14-й модели. Автоинспекторы установили, 22-летний водитель отечественного автомобиля ехал по обочине, увидел перед собой автомобиль ГАЗ и решил выехать на трассу. Там и наехал на мужчину, после чего врезался и ГАЗ. В результате пешеход скончался, предполагаемого виновника и пассажира грузовика госпитализировали. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, а также пассажир автомобиля ГАЗ с различным телесным повреждением были доставлены в медицинское учреждение города Казани. Окончательная вина участников дорожно-транспортного происшествия будет установлена по окончании предварительных следствий. 9-летний мальчик пострадал, когда выходил из припаркованной на улице Правды «Шкоды». Он сидел в детском удерживающем устройстве по всем правилам. На улицу выходил со стороны тротуара. И в этот самый момент в легковушку врезался Рено Дастер, выезжающий из двора. «Шкода» сдвинулась в бок, и ребенку зажала ногу дверью. Я не видел его. Ты все посмотрел налево, в заднюю, выезжал. Водитель Рено сразу признался, «Шкоду» не видел, хотя и смотрел по сторонам. Выезжал из двора задним ходом на улицу Правды, поворачивал налево. И неожиданно остановился, а только потом понял, что врезался в «Шкоду». Не видел выезжающий автомобиль и водитель легковушки. У меня машина-то заведена была, как бы если бы, я бы увидел бы, я бы, вперед бы проехал бы, конечно, без проблем. А тут, как говорится, мгновение, считанные секунды. Мужчина рассказывает, ребенок сидел сзади в детском удерживающем устройстве. О его безопасности он беспокоится. Говорит, сын захотел выйти из машины встретить маму. Выходил из правой двери. В этот момент и произошло столкновение. Мальчику зажал ногу. Возможно, дверью, просто от столкновения, возможно, дверью просто в обратную сторону. На место тут же вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели ребенка, обработали ссадины и отпустили. В госпитализации он не нуждался. Водитель Рено свою вину в столкновении признал в полном объеме. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. В Казани за 4 месяца этого года произошло 34 аварии с участием несовершеннолетних. Пострадали 39 детей, 18 из которых были пассажирами. Автоинспекторы с 22 мая по 4 июня проводят профилактические мероприятия. Внимание, дети и ребенок – главный пассажир. Велосипедист попал под колеса «Мерседеса» на пересечении улиц Тихомирного и Ульянова-Ленина. Водитель иномарки поворачивал налево в запрещенном для этого месте и не заметил велосипедиста, едущего по встречной полосе. Он сначала лежал минуты 2, у него шок был, у нас тоже был шок, мы не знали, что делать. Сразу после наезда водитель выбежал из машины. Удар, говорит, был сильным. Он очень испугался за велосипедиста. Тут же вызвал медиков и автоинспекторов. Пострадавшего с ссадинами и ушибами, а также подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали. Автомобилист рассказал, ехал по улице Тихомирного, впереди был затор, и он решил объехать его по улице Ульянова-Ленина, но не смог. Он прям как будто, где-то 40 км в час ехал, я не знаю, то есть... Я поворачивал, я его не видел. Я посмотрел в зеркало, сзади никто не обгонял, ничего, на всякий случай, как правило. Спереди машин нет, я поворачивал, причем поворачивал медленно. И в последний момент просто он ударился, перелетел через машину, упал. Помимо ответственности за наезд, ему предстоит заплатить штраф в размере 1500 рублей за поворот в месте, где этого делать нельзя. Иван Сарафанов, Нафиса Минязова, Рамзиль Гарипов. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.